ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В управлении ЖКХ обсудили вопросы с газовым оборудованием, его проверкой и мерах, чтобы улучшить информированность людей. Совещание с представителями управляющих компаний и профильных по газу организаций состоялось на днях. Среди озвученных проблем было сказано и о самовольной установке колонок, и о недопуске специалистов для проверки, и в целом малых знаниях людей о том, что такое безопасность при использовании газового оборудования. Все исходит из, может быть, резко будет сказано, но неграмотности нашего населения. А неграмотность – это нехватка информации. Поэтому чем больше человек владеет информацией, тем адекватнее он относится к каким-либо действиям. Под действиями в том числе понимается отношение к допуску проверяющих свое жилье. Это важно еще и потому, что самая деятельность при использовании газового оборудования чревата. Например, говорили о том, что при установке пластиковых окон мало кто помнит о том, что при старых рамах была так называемая естественная вентиляция. При замене на пластик этого часто уже нет, но без притока воздуха, а ведь не все открывают окна постоянно, могут быть плачевные последствия. Прозвучало, мол, надо замену окон прописать, чтобы согласовывали с инстанциями. Или вот еще компании по установке обязать заботиться о такой вентиляции. Кстати, об отравлении газом вступили в полемику сразу два представителя Ухта-Жилфонда. Их мнения на этот счет разнятся. 3 человека за последние годы погибло от угарного газа. Каждый год 6 человек, десятки отравлений, 6-7 человек с потерей сознания. Это у кого? Да. В Ухте. Давайте этот вопрос понимать. Никто не говорит, что нет. Но вот Что есть это? случай отравления совершенно не газом. Как это не угарный? Угарный газ вследствие обратной тяги. При этом колонки, независимо Значит, какая она, вы новая или работаете в старая. Ухта-Жилфонде, мне покажете потом заключение медицинское, хорошо? А потом в средствах массовой информации скажем. В тему контроля за оборудованием вопрос о допуске специалистов для проверки в квартиры. Дело это платное и для жильцов стоит в районе 1,5 или более тысяч рублей. Поэтому многие не видят смысла пускать и тратиться. При этом, согласно новым правилам, ранее проверка проводилась один раз в 3 года, теперь же будет каждый год. Ценник, естественно, при этом вырастает. Если же откажешься, могут отрубить газовый стояк или весь дом отключить. Перестанут пускать газовую службу, там, управляющие компании, там, квартиры, да, на проверку вентканалов, дымоходов, на проверку газового Это оборудования. очевидный факт. Это на 99% именно так и будет. И все. И пока мы не начнем, скажем так, вот ограничивать полностью весь дом в ресурсе, пока сосед на соседа не будет, все-таки это... Вы стравить соседей хотите? А это, знаете, вот на сегодняшний день эффективнее, когда соседа быстрее находит, нежели сосед прячется от управляющей И компании после этого годами. вы хотите, чтобы эти соседи научились принимать коллективные решения? Но это все-таки многоквартирный дом, давайте не будем об этом забывать. Ну, вы тоже как-то так маленько... Нет, я просто вот, я говорю, информация, которая предложениями будет, она поаккуратнее. будет. На совещании прозвучало несколько предложений. Первое. Усилить информирование людей посредством памяток, размещенных в подъездах и на входе. Управляющим компаниям усилить свои действия в этом направлении, а если памяток нет, то разработать или доработать существующие. Второе. Чтобы люди охотнее пускали на осмотр в свои квартиры, раскидать стоимость осмотра по месяцам. То есть не разово выложи круглую сумму, оплати небольшие деньги, плюс твое оборудование осмотрено и безопасность выше. Правда, на этот счет реакция уклончивая, мол, надо начальству высокому предложить, пока оно решит, и в квитанции какие включить. В общем, потом выяснится, будет это или нет. Резюме встречи. Проблемы есть. Решать их можно, чтобы поставить галочек, мол, работаем, или так, чтобы решить. Это сложнее. Что выберет Ухта?